Вы мама Шутбура? Одна из мам. А как будете это название? Счастье. В этой пробирке зародилась жизнь. Мы готовы? Да. Мы начинаем. Сегодня хотела бы рассказать про культуру картофель и тем, чем мы занимаемся, собственно. Картофель – это многолетнее травянистое растение семейства посленовых. В культуре выращивается как однолетнее растение. Наш институт занимается картофелем в двух основных направлениях. Это семеноводство и селекция. Это два разных понятия, но они взаимосвязаны между собой. Селекция – это создание новых уникальных сортов, а семеноводство – это размножение существующих сортов. С чего вообще начинается селекция? Селекционер ставит перед собой задачу, какой он хотел бы получить сорт. Для этого он составляет модель сорта, подбирает родительские формы, имеющие признаки, которые нас интересуют в дальнейшем. Например, материнская форма имеет устойчивость к какому-то заболеванию, у отцовской формы высокая урожайность. Начинается сама селекция с родительского питомника, в котором происходит само скрещивание этих двух выбранных уже форм. Первый год исследования мы берем пыльцу, отбираем с отцовского растения, кастрируем материнское растение, затем на рыльце пестика высыпаем пыльцу, происходит само скрещивание, из которых через 5 недель образуются ягоды. Возможно, вы все видели такие ягодки на самом растении картофеля. Мы собираем после этого эти ягодки, дозариваем в течение 2 месяцев, затем раскрываем, очищаем семена, высушиваем и оставляем на хранение. То есть это первый год исследования, первый этап. Второй этап с родительского питомника на второй год исследования переходит в питомник сеянцев. Что же там происходит? Мы эти семена берем, высаживаем приоритетно в теплицах, и из этих сеянцев, из одного семечка происходит образование клубня, уникального. Вообще из одной ягоды может быть до 500 семян, то есть это 500 уникальных с генетической точки зрения образцов гибридов. После этого в питомнике сеянцев мы отбраковываем, которые нам не устраивают, и эти клубни переходят на следующий год исследования уже в питомник гибридов первого года. Это уже 3-й год исследования. Также высаживаются клубни, гибриды, и проводим фенологические исследования, смотрим компактность гнезда, выровненность клубней, также глубину глазков. И из них делаем тоже отбор, которые нам не подходят, мы отбраковываем. Следующий год – это питомник гибрида 2-го года. Собственно, там мы те же самые наблюдения ведем, тоже проводим браковку не интересующих нас гибридов. И опять же переходим к следующему питомнику, в питомник предварительного испытания. И это уже 5-й год исследований, то есть уже 5 лет было потрачено. В этом питомнике мы также проводим все те же исследования, но в первую очередь уже в этом питомнике мы проверяем урожайность. Не интересующие отбраковываем, остальные у нас идут дальше. Следующий год – основной питомник испытаний, и это уже по счету 6-й год исследований. В данном питомнике первая задача – это отбраковать все ненужные нам гибриды и оставить самые ценные, которые пойдут дальше. Также там проводим качественные показатели, проверяем картофель на содержание сухого вещества, крахмала, витамина С.
И еще отправляем на испытание предварительное в ФИЦ имени Лорха в Москву. Это вот как раз-таки на рак и нематоду исследования, образцы. Вообще, рак является карантинным заболеванием, и в первую очередь, если мы хотим в дальнейшем получить документы, мы должны проверить. И проверка идет 2 года лабораторных исследований и 2 года полевых исследований. И также на нематоду 2 лабораторных исследования и 1 полевое исследование, год. И всего у нас затрачивается, опять же, 4 года на этот этап, так скажем. С основного питомника у нас уходят наши гибриды, которые уже с 500 тех, которые мы высадили в виде сеянцев, уже приходят 2-3 самых стойких, имеющие наиболее высокую урожайность, имеющие хорошие вкусовые качества в конкурсный питомник испытания. Всего 3 года конкурсного испытания. Это 1-й, 2-й, 3-й год, где, собственно, тоже проводятся все те же исследования. И также на данном этапе мы проверяем одновременно в экологическом питомнике испытания на пластичность сорта, как он вообще себя ведет при разных условиях, как он отзывается на те или иные удобрения. Также на этом этапе уже начинается размножение для того, чтобы в дальнейшем отправить в госсорту испытания. И, в общем, к 8-му году, даже 9-му, когда заканчивается питомник конкурсного испытания 3-го года, мы должны иметь уже документы на устойчивость к раку и нематоде. И второе, иметь 2-3 тонны одного перспективного сорта, чтобы отправить на государственные испытания. Не всегда получается, то есть это тоже долгий процесс, и если он не приходит к тому объему, который нам нужен, он переходит на участок селекционного размножения, где дальше проходит свой этап размножения. После этого, когда мы уже имеем все документы и объем, отправляем заявки на патент и на допуск селекционного достижения к использованию. Это в госсорткомиссию в Москву. После того, как заявка одобрится, нужно будет расслать на госсорты участки определенное количество клубней, чтобы сорт проявил себя, показал себя, чтобы комиссия сделала заключение и сказала «да» нашему будущему сорту. Сначала мы получаем патент, и на 3-й год мы получаем допуск. И с начала селекции может пройти 12-13 лет, чтобы мы получили готовый сорт уже с документами. Селекцию мы завершили, начинается следующий этап. Этап семеноводства. Семеноводство – это получение здорового, высокопродуктивного семенного материала. То есть мы получили сорт, имеем на него документ, нужно его размножить, получить количество для того, чтобы продавать. Мы занимаемся первичным, оригинальным семеноводством, то есть начальным этапом. В первую очередь, чтобы начать оригинальное семеноводство, нам нужно ввести в культуру. Есть вообще 2 способа оригинального семеноводства. Это клоновый отбор и на основе меристемной культуры. Я буду рассказывать про 2-й вариант. В общем, чтобы получить пробирочное растение, нам его нужно ввести в культуру. Для этого нам необходимо прорастить картофель и из росточка вычленить ткань примерно в 100 микрометров, то есть совсем маленький участок тканевый, чтобы ввести его в пробирочку на питательную среду. Это вычленяется апекс, который в дальнейшем срегенерирует, и из него начнет создаваться
вырастать растения, собственно. Тут представлены как раз наши этапы, как происходит рост микрорастения. Помимо того, что мы его вводим в культуру, мы получаем здоровое растение, нам необходимо сделать, опять же, анализы на вирусы, бактериозы, что да, вот оно здоровое, и что мы его можем в дальнейшем выращивать, черенковать. Из данного растения мы берем черенки для того, чтобы размножить с точкой роста. То есть черенок, листочек, и между узлей у него есть точка роста. И мы в специальных боксах, в стерильных условиях начинаем черенковать его. Мы берем вот растение, нарезаем на череночки. Вот у нас такой первый этап, где имеется черенок, листочек и почка, из которой будет вырастать новое растение. К концу вегетации растение съедает этот питательный раствор, который был готов. Там в этом растворе макроэлементы, сахара, для того, чтобы растение могло расти и полноценно функционировать. К концу вегетации он выдает такой вот микроклубень небольшой. Но в конце концов, конечно же, приходит к тому, что вся питательные вещества уходят в клубень, и само растение прекращает свою вегетацию. Таким образом, для того, чтобы размножить наш элитный материал, нам нужно начеренковать его, высадить либо в теплицу, либо такими растениями, либо полученными микроклубнями. То есть тут два варианта. После этого в теплице мы ухаживаем за ними и получаем мини-клубни из них. То есть это элитные семена. После этого мы высаживаем уже в поле, тоже проводим все исследования, мы обрабатываем отли, которые являются переносчиком вирусов, весь уход предоставляем и получаем уже питомник первой полевой репродукции. Тоже это элитные семена. После этого супер элиту. На данном этапе оригинальное семеноводство завершается. И это делается нами, нашим институтом. И в дальнейшем вот супер элиту должны производить элит-хозы, которые уже на более больших площадях, на 50 гектар, они уже начинают заниматься элитным семеноводством, базисным семенным материалом. Там идет суперэлита первого года, суперэлита второго года, элита первого года и элита второго года. После этого уже идут репродукционные семена. Это микроклубни, полученные как раз-таки из таких микрорастений, которые в конце вегетации выдают вот в пробирке вот такие микроклубни. Их можно тоже высаживать в тепличные условия. То есть у них должен пройти период покоя, и к весне они должны проснуться, и их можно в тепличные условия высадить и получить тоже элитные семена. В первую очередь мы смотрим на то, чтобы наш картофель был устойчив к заболеваниям. То есть наши сорта, они устойчивы к фитофторозу, они, естественно, прошли лабораторные полевые испытания на рак и нематоду. Они урожайные, и они имеют хорошие вкусовые качества. То есть это вот такие самые главные моменты к тому, что вот они сейчас уже на протяжении 9 лет они уже тут. То есть это отбор с 500 тысяч образцов. И они пришли вот сюда, дошли до этого момента.